Добрый день, Ахмед. Добрый день. Добрый день. Я давненько вас, лет 25, наверное, не видел в камуфляжной форме. Вот опять вновь пришлось вам одеть эту форму. Ну, конечно, я лично это приветствую, потому что эта форма для меня ассоциируется с тем временем, с той порой, когда вы воевали за свободу своей страны, и вы были одним из руководителей этого движения. Сейчас первый вопрос, который нас всех очень интересует, это вопрос создания нового формирования в составе украинской армии, чеченского формирования. Что это за формирование и почему оно появилось, когда там уже было два батальона, насколько нам известно, батальон имени Мансура и батальон имени Джохара Дудаева. Добрый день, Мамука, еще раз. Да. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей. Гамарджоба, Джорджия. Для меня Грузия всегда была и остается одной из самых дорогих для меня мест. И я всегда относился к этому краю как к своему родному. Потому что, хотя многие считают, что вот этот Кавказский хребет, который прилегает между нашими странами, она служит как бы разделяющим. Я всегда к этому относился как к фактору, объединяющим наши страны. А вся наша история и в прошлом, и в принципе в настоящем говорит о наших братских отношениях между нашими народами. И сегодня то, что происходит в Украине. Украинцы и украинский народ, так же как и Грузия и Кавказ, для нас был всегда дорогим, и нас связывало наше трагическое прошлое. И эта трагедия наша, и наших народов, и украинцев, и чеченцев, да, в принципе, и грузин, объединяющим фактором, кроме географии и кроме каких-то духовных ценностей, которые мы все считаем для себя приоритетными, это человеколюбие, гостеприимство, не навреди, любовь к ближнему. Хотя мы исповедовали разные религии, но в основном все такие факторы, которые делают людей людьми, человека человеком, они в наших народах всегда присутствовали, и они были объединяющими. Но помимо этого, еще объединяющим нас был то, что у нас был общий противник. И виновником всех трагедий, которые переживали народы Чечении, Украины и Грузии, это была Россия. И сегодня, в принципе, ничего не изменилось. Части грузинской территории находятся под российской оккупацией. Территория Чеченской республики всецело находится под российской оккупацией. И сегодня Россия, заявив на весь мир о своих намерениях, решила не только оккупировать, но и уничтожить украинцев как этнос и страну, их государство. И поэтому я считаю, что долг каждого человека сегодня стать на защиту интересов украинского государства. И все должны приложить максимум усилий для того, чтобы наш общий противник потерпел поражение, и чтобы народы, которые находятся в колониальной зависимости от России и Российской империи, освободились. И они имели право на свое будущее. Именно, наверное, с этим связано то, что мы сегодня в соответствии с достигнутыми соглашениями между ведомствами Украины и Чеченской Республики Ичкерия договорились о создании отдельного батальона особого назначения. В последующем этот батальон может расширяться, увеличиваться до бригады в зависимости от ситуации. И для нас это очень сильный фактор, что мы сегодня снова оказались востребованы не только как бойцы каких-то структур. Мы сегодня занимаем здесь позицию, и более 50 тысяч чеченской диаспоры проживает в Украине. Да, какая-то часть они выехали, но остальные остались здесь защищать эту страну. И поэтому мы сегодня, договорившись с украинской стороной, решили о создании отдельного батальона особого назначения. Да, здесь есть, помимо этого батальона, есть еще и другие структуры. Есть и батальон имени шейха Мансура, есть батальон имени Джохара Дудаева. Но вот уже в ближайшее время мы
узнали о том, что даже здесь есть подразделение, которое сводный отряд имени Хамзата Гилаева. И по всей Украине и на фронтах находится очень много чеченцев, помимо вот тех 2 батальонов, которые вы перечислили. И сегодня наша задача и задача нашего руководства правительства Чеченской Республики Ичкерия и руководства, и задача, которая решается уже военными структурами и политическими структурами и руководством политическим, руководством Украины, объединить все эти структуры в единое подразделение и под единое командование, с тем, чтобы мы абсолютно точно так же, как и украинцы, защищали эту страну со всеми теми же льготами или обязательствами, которые имеют украинские солдаты. И сегодня легализация чеченских бойцов, это уже свершившийся факт. Очень хорошо, очень интересная речь, которую сейчас мы выслушали все. Но у меня вопрос там в ваших отрядах. Вот, например, в батальоне, не батальоне, а грузинском легионе, помимо грузинских бойцов этнических, воюют и другие представители других народов. И Западной Европы, и бывшего Советского Союза. А вот в этих батальонах чеченских, особенно в вашем особом отряде, там есть люди других национальностей или только чеченцы? Вот здесь один из этих пунктов нашего соглашения. При привлечении в отдельный батальон особого назначения чеченцев и граждан других национальностей из стран Европейского Союза или представителей постсоветских государств следует руководствоваться национальными законодательствами страны пребывания для возможного участия в интернациональном легионе в составе вооруженных сил Украины. Да? И следующий пункт. Действия сторон не должны противоречить Женевской конвенции 1949 года и дополнительному протоколу от 7 декабря 1978 года «Защита лиц, участвующих в военных действиях», чтобы данное лицо не подпадало под статью Конвенции наемники. Вот в принципе, вот этот момент, и первый, и второй, который я зачитал вам, они были для нас принципиально важными. Вы знаете, в большинстве чеченцев, которые находятся сегодня в европейских странах, они, в принципе, изъявили желание о создании, о вхождении в эту структуру. И поэтому для нас очень важны были гарантии, чтобы в последующем, после окончания войны, после победы над российским агрессором, эти люди имели возможность вернуться в свои страны и чтобы они не преследовались как наемники. И вот все эти моменты, и то, что вы говорите, что в этих батальонах и структурах могут служить не только чеченцы, но и люди другой национальности, это у нас отражено в тех соглашениях, которые мы подписали. Очень интересно, конечно. Вот сейчас давайте скажем так, тут информация просочилась, я подчеркиваю слово просочилась, что в общем, объявили против Ахмеда Кадырова джихад. Отдельные лица, отдельные группы, я не могу назвать эти группы, но сам по себе очень интересный фактор. Я знаю, что народ, который живет в Чечне, он как бы в очень сложной ситуации, потому что там такой режим определенный, который сложно назвать нормальным режимом. Так что вот логику объявителя этого джихада я прекрасно понимаю, если это на самом деле так. А вы слышали об этом что-нибудь? На самом деле это так? Или это, скажем так, фейк определенный? Мамука, дорогой мой, мы с вами знакомы не один год, да, и не один день. А все эти терминологии, которые сегодня опять запускает ФСБ относительно чеченцев, джихад, газоват, незаконные формирования, половые командиры, это все осталось в прошлом. Да, сегодня фактор деоккупации Чеченской Республики не имеет ничего общего с какими-то религиозными терминологиями. Да, мы безусловно деоккупируем нашу страну, мы освободим нашу страну, и мы восстановим конституционные законы и власти на территории ныне оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. А вот все эти призывы и лозунги относительно джихада, газовата, это все направлено на то, чтобы дискредитировать законные требования чеченского народа на свою государственность, законные требования чеченского народа о деоккупации нашей территории. Их это хотят перевести в разряд какого-то религиозного фанатизма.
Никакой джихад мы ни против Кадырова, ни против кого-либо мы не объявляли. И сегодня батальон и подразделения, которые находятся на территории Украины и в рядах украинской армии, они выполняют интернациональный долг. И мы в следующем, иншаллах, мы знаем, что наша территория должна быть деоккупирована, мы это и сделаем. И, конечно, Кадыров и его приспешники, и главное, ихние ставленники понимают, что сегодня происходит в Чечне и что сегодня происходит в Украине. И то, что мы сегодня официально заявили о том, что мы сегодня возрождаем нашу армию Чеченской Республики Ичкерия, это очень тревожный сигнал для русских и для ФСБшников, которые на самом деле разрушили нашу армию. Они ее разрушили не только тогда, когда оккупировали нашу страну, они ее разрушили именно после Первой войны, когда начали создаваться джаматы под руководством эмиров, султанов, баев и прочее. Да, Сегодня в наших вооруженных силах есть командиры, есть начальники, которые назначаются приказом главнокомандующего. И поэтому никакая терминология сегодня, она не может свести нас от нашей истинных целей и от нашей борьбы за нашу свободу и независимость. Ахмед, знаете, что меня больше всего радует? Я вот вспоминаю старого Ахмеда того периода, конца 90-х годов. Я вижу, что вы в форме. Я вот как раз слышу ваши слова и чувствую, что эти слова командира, человека, прошедшего огонь, воду и медные трубы, и того человека, который, наверное, сможет выполнить то, что говорит. И меня это крайне радует. Так что, исходя из этого, я хочу сейчас задать вам вопрос, который напрямую не касается Чечни и чеченцев. Это вопрос. Вот вы сейчас уже хорошо контактируете с украинскими властями и видите подноготную вот эту суть этой войны. Как вы думаете, каковы перспективы, какой завтрашний день, как это все закончится и когда это закончится? Не могу сказать, Мамука, когда это закончится, но могу сказать одно однозначно. Украинцы и Украина, они обречены на победу. Если в свое время на российско-чеченскую войну смотрели сквозь призму и нас предали, зачислив нас внутреннее дело России, то сегодня весь мир понимает, что поражение Украины это будет поражением всего цивилизованного мира. И вот адекватная реакция международного сообщества и ведущих стран в мире гарантирует победу украинцам и украинскому народу. И самое главное для меня, что меня радует относительно украинского руководства и военных, у них есть четкое понимание того, что больше сосуществовать вот эти два государства, которые сосуществовали или находились по соседству до 24 февраля 1922 года, что такое больше уже не может быть. Вот возврата к этому нет. Война закончится тем, что Россия капитулирует, а военные преступники, которые совершили преступление убийства детей, не только украинских, но и грузинских, ингушских, азербайджанских, все эти годы и все преступления, которые совершались Российской империей, за все это будет спрошено, будет учрежден международный трибунал, и они должны будут понести наказание и ответить за те злодеяния, которые они совершили. Вот это и будет окончательная победа не только украинского народа, но и всех людей доброй воли. Этим только может закончиться война. Полный демонтаж этого государства, назовем его как хотим, трансформация, деколонизация, создание какого-то нового государственного образования. Но существовать то государственное образование, которое сегодня нам известно и миру известно как путинская Россия, этой страны больше не будет. И понимание вот этого есть здесь, в Украине, не только у руководства, но и всего населения, потому что я общаюсь с очень многими слоями и с очень многими украинцами. Понятно. Хорошо, большое спасибо, Ахмед, за такое, значит, как бы сказать это, скажем,
эмоционально совершенно точное высказывание, и я думаю, что по смыслу тоже, конечно, это было совершенно для слушателей грузинского медиа, нашего телевидения, это было очень приятно слушать. Я желаю победы всему украинскому народу, Украине, и особенно я хочу, чтобы кавказцы себя показали на этой войне, в том числе ваши батальоны, которые там воюют, ну и грузинские, естественно, и другие, которые есть. И внутренне, для меня очень сложно слышать, когда вот погибших кавказцев в составе российских частей больше, чем, скажем, москвичей или там петербургцев. Да? Самый высокий показатель среди погибших у Дагестана. Ну, я не понимаю, то есть я прекрасно понимаю, почему это происходит, но желательно, чтобы этого не было. Ну, в общем, давайте на этом закончим. Мы хотели узнать, как очень много вопросов часто поступают, как себя ведут кавказцы на войне, и вот как раз мы сегодня потому и попросили вас, чтобы вы рассказали об этих батальонах, о тех ребятах, которые из Чечни воюют в составе вот этих структурах. Если у вас... Да, дайте мне все-таки еще один Давайте, вопрос. Пожалуйста. С Дайте мне удовольствием. так как это Тбилиси, это Грузия, я хочу обратиться к тем кавказцам, которые сегодня вынуждены находятся в рядах российской армии, которых рекрутируют и направляют в Украину. И вот то, о чем вы говорите, дагестанцы, число тех представителей других национальностей, российских структур, вот это и есть жертвы. Путин их сегодня использует в качестве пушечного мяса. Абхазцев, Осетин еще. Национальностям. Я ингуш, я даргинец, я дагестанец, да. Я чеченец. Черт он лысый, он никогда не будет ни даргинцем, ни чеченцем, ни кавказцем вообще. Это военный преступник. И я обращаюсь ко всем кавказцам и всем людям доброй воли. Не давайте себя втягивать в эту преступную войну. Война закончится, а те, кто участвовали в этих преступлениях, они будут отвечать за содеянное. И поэтому под любым предлогом уклоняйтесь от этого призыва, выезжайте, уезжайте. Это будет недолго, но год-два это все завершится. Но зато вам не будет стыдно перед вашими детьми, перед тем следующим поколением, на какой стороне вы были, вот когда решалась судьба всего мира. Спасибо, Ахмед. Спасибо большое. Мы еще встретимся на нашем эфире. Спасибо. Сейчас прощаемся. Дай вам Бог удачи. Спасибо. Всего хорошего.